То, чего водители так долго ждали. В городе началось сплошное асфальтирование. В числе первых улицы Учелинская, Клара Цеткин. Отдыхать не покладая рук. Более 450 учащихся школ трудоустроены на летний период. Ребята не только трудятся, но и получают зарплату. «Зеленая дорога нашему поколению». Оригинальную акцию в Сибае запустили экологи. Теперь об этом и другом более подробно в эфире выпуск новостей. В студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте. В городе начались работы по сплошному асфальтированию. Как известно, перепады температур в зимний период значительно сказываются на качестве дорог. Во время оттепели образуется влага, которая проникает в поры дорожного полотна и разрушает его, кристаллизуясь при заморозке. Наиболее разрушительный эффект температурных колебаний дороги нашего города претерпели весной прошлого года. Ямочный ремонт в Сибае начался уже в мае, ну а сегодня дорожные службы производят полную замену полотна на некоторых улицах города. Клара Цеткин – одна из нескольких улиц, где в этом году будет произведено сплошное асфальтирование. Здесь расположены как многоэтажные дома, так и частный сектор. Поэтому нередко по этой улице можно встретить и грузовой транспорт, груженный сельхозматериалами. Тяжелая техника, в свою очередь, разрушительно влияет на состояние дорожного полотна. Это одна из причин частых выбоин на дороге. Ну а с учетом того, что капитального ремонта здесь не было давно, а каждый год проводился лишь ямочный, асфальты здесь явно заждались. Дорожники уверяют, что новое покрытие должно быть не только качественным, но и долговечным, а потому в ходе работ прибегают к дополнительному усилению. Мы в этот год завод модернизировали, установили специальное оборудование для присадок для битум. Покупаем дорогостоящие присадки, добавляем все это в битум. Щебень возим, гранит на верхний слой стараемся. На вопрос, предусмотрены ли ливневки, дорожники отвечают, что проект их не предусматривает. По новым технологиям дорога строится с небольшим наклоном, а это не позволит воде скапливаться на проезжей части. По улице Клара Цеткин запланировано сплошное асфальтирование около 700 метров. Наряду с ней полная замена дорожного полотна будет произведена на участках улиц Чайковского, Булякова, Кусимова, Пархоменко, Матросова, Горной, Коммунистической, Братьев Кашириных, Учелинской, Пролетарской, переулка Интернациональной. Всего по городу в общей сложности до конца сезона заасфальтируют около 6 километров дорог. На эти цели из республиканского бюджета выделено 50 миллионов рублей и 2 миллиона из местного. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Парламентарии Башкортостана законодательно вернут компенсации за детские сады. На ближайшем заседании Госсобрания Республики будет рассмотрен соответствующий законопроект. В соответствии с ним предлагается вновь выплачивать из бюджета компенсации, которые жители республики получали ранее, оплачивая пребывание детей в государственных и муниципальных детских садах. Напомним, что 30 января текущего года был принят инициированный правительством Республики закон о внесении изменений в закон Республики Башкортостан об образовании в Республике Башкортостан, направленный на оказание адресной поддержки семьям. Согласно ему, право на компенсацию сохранялось только тем семьям, в которых средний доход на одного человека не превышает 1,5-кратного размера прожиточного минимума. После принятия данного закона, по словам председателя Госсобрания Республики Константина Толкачева, от населения поступило множество обращений с просьбами оставить компенсации для всех категорий граждан, без учета их нуждаемости, поскольку для многих семей с маленькими детьми это существенная поддержка. Принципиальную позицию занял глава республики Рустем Хамитов, который дал поручение рассмотреть возможность дальнейшей выплаты компенсации. В итоге правительством были найдены дополнительные источники доходов, позволяющие продолжить выплату компенсации. На ближайшем заседании будут рассмотрены соответствующие изменения закона, благодаря которым компенсацию вновь будут получать все семьи. С этой недели в городе начали свою работу большинство загородных лагерей и центров дневного пребывания. Из местного бюджета на отдых и оздоровление детей выделены 1 миллион 900 тысяч рублей. Денежные средства предназначены на организацию 24 профильных и 4 палаточных лагерей и 13 трудовых объединений. Наша съемочная группа побывала в трудовом лагере, организованном на базе школы номер 6, и узнали, чем занимаются школьники летом и сколько зарабатывают. Подробности в материале Евдокии Старенко.
Отдыхать, не покладая рук. Таким образом проводят долгожданные каникулы некоторые учащиеся образовательных школ Сибая. 21 рабочий день школьники трудятся только до обеда. Сама работа, по словам ребят, несложная. Мыть окна, стены, лестничные пролеты, ухаживать за цветами, наводить порядок в кабинетах. Дети выполняют строго нормированную посильную работу в условиях, которые оговорены специальными законами и нормативными актами. С местного бюджета выделено 550 тысяч. Во время летних каникул планируется трудоустроить 535 детей. На сегодня трудоустроено 454 ребенка. В основном основная масса детей работает в школах, в своих школах. Но также, кто не желает в школах работать, они трудоустроены в предприятия нашего города. Хорошо берут детей художественные школы, Центр народной культуры и досуга. Материальная поддержка оплачивается в размере 1200 рублей. В первую очередь, такие трудовые лагеря имеют право посещать только те, кто достиг 14 лет. В 2017 году для занятости подростков установлены следующие нормы. Ребенок может работать не более 5 часов в день и не более 25 в неделю. Если ребенок трудится на открытом воздухе, то температура на улице не должна превышать 25 градусов. В противном случае количество рабочих часов сокращается в 2 раза. При этом, по нормам нынешнего года, каждые 40-50 минут должен быть перерыв на 10-15 минут. С учетом летнего времени года, ребята чаще всего работают с 8 до 11 часов утра и с 16 до 18 часов. Конечно, здесь была проведена большая подготовка и столовой, школьной, и медицинского пункта. Мы готовились всю весну к этому, потому что там и оборудование нужно обновлять, и посуду, и многие вопросы там. Тем более, что перед открытием лагеря всегда мы проходим очень скрупулезную проверку Роспотребнадзора по линии. Ну а так дети довольны, родители тоже, потому что дети заняты. В летних лагерях труда и отдыха школьники могут не только отлично отдохнуть, но и заметно увеличить свои так называемые карманные доходы. Именно здесь у детей появляется возможность проявить свои таланты, научиться отстаивать свою точку зрения, уважать мнение других. Детский трудовой лагерь позволяет школьникам в летний период общаться с друзьями и одноклассниками, а также учит дисциплине и трудолюбию. Евдокия Титаренко, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Одни ребята предпочитают летом зарабатывать деньги, ну а другие – получить больше знаний по любимым предметам. В этом году в нашем городе к числу оздоровительных и трудовых лагерей присоединились профильные, которые нацелены на углубленное изучение тех или иных школьных дисциплин. Уже более 400 детей отказались от каникул, чтобы здесь подготовиться к предстоящим школьным экзаменам. 492. Именно столько детей в этом году решили повременить с летним отдыхом и заняться образованием в летних профильных лагерях. Такое немалое количество ребят объясняется необходимостью получения хороших, а порой и доскональных знаний для успешной сдачи школьниками ЕГЭ и ОГЭ. Сегодня в 12-й школе прошло торжественное открытие профильных лагерей, организованных на базе данного учебного заведения. Дорогие наши ребята, уважаемые коллеги, сегодня в нашей школе праздник. Сегодня мы открываем наши профильные лагеря. Всего на базе школы номер 12 этим летом действует 5 профильных лагерей. С сегодняшнего дня и на протяжении пары недель 92 ребенка ежедневно по будням будут отказываться от утреннего сна, чтобы освоить очередной материал по таким дисциплинам, как филология, логика, математика, лингвистика и физкультура. Пришла сюда для того, чтобы узнать что-то новое для себя или усвоить материал, который я буду проходить в 9 классе и который мне понадобится для сдачи ОГЭ. Мы занимаемся математикой. Здесь очень весело, мы решаем примеры, задачи. Мы постоянно знаем что-то новое. Для нас это очень весело. Мне нравится. Хожу в филологический лагерь. Этот лагерь очень интересный. Мы здесь занимаемся разными занятиями. В основном упор здесь идет на русский литературу у нас. Тут у нас подготавливают к сдаче экзаменов и также к олимпиадам подготавливают. Стоит отметить, что профильные лагеря на территории города организованы за счет внебюджетных средств и средств родителей. Дети у нас с 7 до 15 лет.
в каждом лагере присутствуют. Цель у нас, естественно, только одна. Мы добиваемся, чтобы были хорошие результаты у детей. Вот сейчас мы с вами брали когда интервью, видели, что дети говорят о том, чтобы занимались подготовкой к экзаменам, готовятся, находят что-то интересное, увлекательное для себя. Поэтому дети ходят с удовольствием. По времени, занимает время они 3 часа занимаются. Затем у них развлекательные программы идут. Мы выходим с ними и занимаемся спортом. Помимо того, что они занимаются здесь, они еще и спортом занимаются все вместе. Вот 3-3,5 часа где-то бывает в школе. А в городе всего организовано свыше 20 профильных лагерей, из которых 8 на базе школ, остальные 16 в загородных лагерях. Среди направлений, по которым дети могут потянуться за летние каникулы – художественные, специальные, гуманитарные, спортивные, военно-патриотические и, естественно, научные. Лена Кириллова, Данила Любаев, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Год экологии продолжает шагать по нашей стране. Свою частичку в улучшении экологической ситуации на днях внесли молодые папы, которые встречали жен и детей из стен роддома. Помимо встречи, они также посадили деревья. Рождение ребенка – самый счастливый и в то же время очень волнительный момент в жизни каждого родителя. Для отцов первое знакомство с малышами проходит в стенах роддома, в момент выписки. Но на днях помимо глав семейств рожениц встречали и представители Сибайского территориального комитета Министерства экологии и природопользования Башкортостана. В рамках запущенной экологической акции «Зеленая дорога будущему поколению» они подарили новоиспеченным родителям ростки деревьев. Есть такая пословица: «Построй дом, роди сына и посади дерево». В этот день, получается, мы хотим вам подарить саженец дуба, который именно будет символизировать то, чтобы ваши дети тоже так же росли крепкими, сильными, здоровыми, как и дерево дуб. Семьи положительно отозвались об акции и выразили готовность поддержать ее, а потому сразу же по обоюдному согласию решили посадить один из ростков дуба на территории Сибайского роддома. Очень хорошая идея, я думаю, люди рады. Будем тут ходить, гулять с семьями, показывать всем дерево. Ну, как бы, много позитива с этой стороны. Событие, это что-нибудь нормальное, что? Дерево посадили, будет вместе с ребенком расти, считай. Идея замечательная, почему? Будем приезжать, смотреть. Мы сами из города Баймака. Организаторы акции выразили благодарность сотрудникам роддома за содействие и молодым папам за отзывчивость и участие. С целью сохранения и поддержания состояния окружающей среды для будущего поколения подобные мероприятия будут проводиться и впредь. Данная акция была проведена вообще по Республике Башкортостан впервые. Надеемся, что мы дали старт данной акции, получается, по всей Башкирии. Надеемся, что это не первая акция. Надеемся, что она и впредь продолжится. Но вообще дуб символизирует здоровье, крепость, потому что дуб, он же раскидистый, огромный, и символизирует здоровье и крепкость и успех. Поэтому решили подарить им дубы. Ринат Музафаров, Данила Любаев, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. И последнее. На днях были объявлены победители международного конкурса фестиваля «Интермузей-2017» во всех номинациях. В этом году жюри, которое возглавлял директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, рассмотрело более 400 музейных проектов. Среди них был и проект Сибайского историко-краеведческого музея. Удалось ли сибайцам взять номинацию, расскажут наши корреспонденты. Международный конкурс-фестиваль «Интермузей», проходивший в городе Москва в конце мая, стал крупным культурным событием в жизни страны. Ведущие музеи России и 25 зарубежных стран стали участниками данного мероприятия, а посетили его более 40 тысяч человек. К такому грандиозному событию сотрудники Сибайского историко-краеведческого музея готовились заранее. Они подготовили проект, повествующий о династиях Горняков, семьях Худайбердиных и Янбаевых. В рамках фестиваля проводились конкурсы для музеев различного уровня. Мы принимали в конкурсе для муниципальных музеев и выступили с проектом «Династии Горняков Сибая». В конкурсе могли участвовать только те проекты, которые были реализованы в музее. Наша задача состояла в том, чтобы показать эти династии через изучение их ШЖР. Наша команда состояла из 3 человек. Это директор музея Ермулина Альбина Зуфаровна, я, Шагеева Мина Шарифовна, зав. Научным отделом, и заслуженный работник культуры нашей республики, преподаватель колледжа искусств, прекрасный кураист Каикбердин Нургали Миргалеевич.
Они восхищались нашим городом, когда в процессе защиты видели кадры видеоролика, подготовленного Ниязом Мирхайдаровым. Мы с уверенностью заявляем, что наш город сейчас знают крупные музейные специалисты Эрмитажа, Русского музея, как в Москве, так и в Петербурге. Мы принимали в этом престижном фестивале и конкурсе «Музей в городе Н» имени Александровой участие во второй раз. Первый раз это был 2015 год с проектом издательской деятельности «Краеведческие записки Сибайского музея», который у нас реализуется успешно и по сей день. И в этом году была отправлена заявка, и прошли мы заочный этап и стали финалистами уже конкурса «Музей в городе Н». Фестиваль проходил в течение 5 дней. Помимо защиты проектов, для участников были организованы ознакомительные экскурсии, семинары, круглые столы, мастер-классы. На стендах ведущих музеев России и зарубежных стран можно было ознакомиться с новейшими технологиями и музейным оборудованием. Для самих конкурсантов интермузей стал не просто возможностью рассказать о себе, но и набраться полезного опыта. После участия на фестивале и конкурсе у нас планов много. Это и техническое оснащение музея, это и обновление музейных экспозиций, пополнение фондов. Ну и техническое перевооружение музея должно быть одним из основных направлений не только самого музея, но и всех тех, кого волнует история и культура нашего народа края. Хотим поблагодарить администрацию города в лице Халета Хамзовича Сулейманова, заместителя главы по социальным вопросам Гузеля Ахметовны Шамгулова, Илизу Гумерну Кирееву, начальника отдела культуры, коллектив Сибайского телевидения, Сибайской типографии, колледжа искусств за то, что помогли нам претворить наши идеи в жизнь, защитить успешно проект и представить музей на федеральном уровне. Лиана Кириллова, Данила Либаев, Радмир Исенгулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Такими были новости среды. Самую актуальную информацию вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте sibaytv.ru. Всего вам доброго и берегите себя.